Около 3 месяцев жители села Тавбадрах живут без воды. Ее привозят несколько раз в неделю, однако этих запасов хватает не больше, чем на сутки. Но у нас у Буденного 14 3 месяца вообще капли воды из крана нет. У нас раньше скважина спасала, теперь скважины нет. То есть я покупаю воду, поэтому воды нет вообще. Зато нам привозят воду, 200 литров воды. Питьевой. 1 раз в неделю можно прожить 200 литров питьевой воды, особенно летом. Как спасем? Покупаем по 500 рублей куб. С пенсии в 9 тысяч. Это невозможно так жить, невозможно. На многочисленные письма и жалобы местных жителей никто не отвечает. Мы живем в этом доме нету 3 недели, 4-я неделя пошла с четверга. И что еще можно сказать? Воды нет, и ничего не обещают, и никто ничего не делает. Люди каждый сам возмущаемся, пишем, обращаемся к власти, никто ничего не делает. Водолей приезжает, воду набираем, но вы меня извините, по 5 литров, разве можно баклажками наносить воды на стирку? У нас маленький ребенок в семье, 2 года ребенку. Нужно покупать, нужно приготовить, нужно постирать, туалет смыть нечем, еду сварить не на чем. Воды нет не только в жилых домах, но и в госучреждениях. В сельский детский сад «Дружба» воду подвозят, но, по словам родителей, она техническая. Воду привозят, привозную, но она очень отвратительного качества, просто молоко. Осадок там такой сумасшедший. Никакие фильтра наш садик не хочет устанавливать за свои средства. Родителям предложили альтернативу – покупать воду самостоятельно. Потому что каждый день ждем как бога этой водовозки, чтобы она пришла, потому что руки мыть, готовить, посуду мыть. Обсуждался вопрос, чтобы просто родители за свои деньги покупали емкости, чтобы была бутылированная вода для их детей. Главная достопримечательность села Тавбадрах – Мраморное озеро. Здесь воды достаточно. Местные жители считают, что единственный выход из сложившейся ситуации – использовать этот источник воды. С того года мы живем на воде, а сидим без воды. Почему сделать мини-очистные? Пожалуйста, качайте бассейн. На всю деревню хватит этой воды. Если будем чаще брать оттуда воду, с этого ставка, ставок будет очищаться, и родники-то бьют. Нормально. Ставок перешел в частную собственность. Приехали с Питера, не знаю откуда они приехали, взяли, то есть договор заключили на 40 лет, и все, это ихнее. То есть на следующий год сказали, вообще будет платно приходить, чтобы покупаться. Да. В засушливые годы водный вопрос в селе Тавбадрах решался за счет водоемов, расположенных за селом Янгабадрак. В этом году Министерство экологии Крыма отказало местной администрации в использовании этих ресурсов, так как этот процесс нарушает экологическую систему водоемов. Потому что дефицит осадков в этом году как никогда, и предыдущий год, естественно, тоже. Поскольку водоснабжение и нашего села, и ближайших сел зависит исключительно от водоносности, точнее от водоносных горизонтов, от наполненности их реки Бодрак, в долине которой мы находимся, и каптажи, по которой заложены, то на сегодняшний момент уровень в них минимальный вообще за все время. Подобная ситуация сложилась во многих селах полуострова, а в столице Крыма график подачи воды ужесточился. Теперь воду дают не по 6, а по 4 часа в день.